Башкирские земли способны поразить любого человека, который впервые оказался здесь. Наверное, потому что Уральские горы и степи создают удивительный контраст. К тому же башкирский народ всегда славился своей мудростью. Наверное, именно поэтому здесь появилось так много писателей и поэтов. Список поэтов Башкортостана насчитывает множество имен. Сегодня мы остановимся только на некоторых из них. Башкирские писатели и поэты могут по праву гордиться тем, что этот человек входит в их ряды. Ведь уроки нравственности, которые он смог донести до своих потомков, прославили его как общественное достояние человека. Несмотря на то, что поэт жил в далекие XIX века, его творчество актуально и сейчас. Его считают не только поэтом, но и классиком и просветителем. Достоверных сведений о жизни этого человека практически нет. Принято считать, что всю свою сознательную жизнь поэт путешествовал по родной стране, не уставая при этом сочинять стихи. Одно из немногих стихотворений, которое сохранилось до наших дней, было написано поэтом в тюрьме. «Мое место в Зиндане». Еще одна яркая звезда, которой может похвастаться башкирская литература. Он родился в начале XX века, и эти тяжелые времена наложили отпечаток на его творчество. Но то, что Мустай Карим сможет занять почетное место среди писателей Башкортостана, стало понятно еще тогда, когда мальчику исполнилось 16 лет. Именно в этот период вышла его первая публикация, после которой стало понятно, что башкирские писатели могут пополнить свои ряды новым алмазом. Так назвали тогда его критики. Одним из способов выразить свою любовь к родине, к стране стала поэзия. Она отличалась изобилием философских мыслей и идей, главная из которых заключалась в том, чтобы ценить свое государство и друг друга. Башкирские писатели имеют в своих рядах не только известных мужчин, но и женщин. Одной из них была Зайнаб Биишева. Наверное, то, что девочка рано потеряла мать, а в подростковом возрасте и отца, стало одной из причин, почему Зайнаб решила высказывать свои мысли на бумаге. Несомненно, этому способствовала ее семья, которую на то время можно было отнести к интеллигенции. Ее отец являлся муллой и учил деревенских детей. Брат знал много иностранных языков, поэтому сама Зайнаб не смогла остаться в стороне. Талант писательницы больше всего раскрылся после Великой Отечественной войны. Зайнаб владела как прозой, так и поэзией, и всего из-под ее руки вышло 60 книг. Кроме того, Зайнаб Биишева активно занималась переводом с родного башкирского языка на русский. В последние годы XIX века башкирские писатели пополнили свои ряды еще одним молодым дарованием. Им стал Мажит Гафури. На его творчество, как это часто бывает, повлияло трагическое событие. Мажит рано потерял родителей, поэтому, чтобы иметь возможность жить и учиться, ему пришлось работать. Мажит Гафури сыграл огромную роль как творческий зачинатель башкирской и татарской литературы. Из-под его пера выходили легенды и драмы, рассказы, пьесы, либретто в опере и, конечно, стихи для детей. Автор около 30 поэтических, литературоведческих и научно-исследовательских книг. Для творчества Бикбаева характерен историзм мышления, стремление к философскому обобщению жизненных явлений. Важнейшее место занимает темы родного языка, культуры и историческая судьба народа. Острые проблемы времени нашли отражение в поэтическом монологе «Письмо к моему народу», в поэмах «Утолить бы жажду» и «Базарный топор». Как ученого-исследователя его всегда интересовали поэтический и духовный мир своих современников и предшественников. Он опубликовал исследования по современной башкирской поэзии и философской лирике. Время, поэт, народ. Эволюция современной башкирской поэзии. Слово поэта, совесть поэта. Таков далеко не полный перечень его научных исследований по литературоведению и литературной критике, известно не только в Уфе, но и в Москве. Отдельные произведения его переведены на немецкий, турецкий, украинский, казахский, чувашский и другие языки мира.